Ассаламу алейкум, друзья. Витаю вас. Сегодня 1 апреля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube в Reality канал и на канале в TikTok Аслан Арцуев, друзья. Я вас всех приветствую. Так, у нас сегодня новый стрим. Его я назвал «Мясной апокалипсис». Россия планирует новую атаку, новую масштабную, широкомасштабную операцию, мясную операцию по захвату Киева. Как и говорил Джохар Дудаев, Россия на непримиримых позициях с Украиной вошла в клинч. Либо украинцы перестают быть украинцами, либо Российская империя перестает быть империей. Одно вот из двух. Вот одно из двух, что нас ждет увидеть в ближайшее время. Либо Украина перестает быть национальным, суверенным, независимым государством, либо и фашистская империя перестает быть фашистской империей и становится, ну, может быть, не нормальным демократическим государством, но что-то подобие более-менее такого человеческого превращается Россия. Ну и давайте посмотрим, как вы считаете, вот вам вопрос, друзья, кто одолеет в этой схватке? Имперская Россия, чтобы стать мощной, великой новой империей, или же простой, свободный, независимый украинский народ и весь цивилизованный мир отстоят свободу Украины? Добрый вечер, добрый день, точнее, СКВ. Добрый. Ассаламу алейкум, свободный, и все будет Ичкерия. Да, Алмула, Шамиль, да, Алмула, все будет Ичкерия. Дай Бог. Дай да Бог. Друзья, ну и свой стрим сегодняшний я не случайно назвал. На самом деле мы очень много уделили внимания Крокус Сити Холл. И недавно вы, наверное, тоже видели это видео, где Гарри Табах чрезвычайно обращается ко всем и говорит, нас отвлекают. На самом деле это так, и мы можем обратить внимание, что все, кто связан или как-то мы подозреваем то, что они связаны с фашистской вот этой системой, они тоже очень много говорят об этом. Там какие-то там разоблачения, какие-то выяснения, кто в какой майке был, кто в каком бронежилете, кто как что было. И вот это все, на самом деле, оно отвлекает нас от главного события. А событие главное то, что происходит в Украине. Мы, конечно же, я могу только говорить от себя, я, конечно же, осуждаю любое убийство невинных людей, будь это в России или где были, это в другом месте это было. Но те убийства, которые происходят каждый день в Украине, за них мы озабоченность и соболезнования каждый день, в том числе и я, не выражаем. То поэтому столько времени уделять внимание тем событиям, которые Россия сама готовила, террористические акты, и готовит, и, возможно, они еще произойдут тут в Европе при помощи того же ИГИЛ, потому что я считаю, что за всем за этим не просто торчат уши ИГИЛ, а это как-то делается с позволения или с поддержки той же террористической организации ФСБ. Как-то так. Асят, салам, маршал, дуига, иша. Маршой. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Давайте об этом поговорим. Поговорим о событиях, которые в Украине происходят. И давайте не будем надолго отвлекаться на темы, на которые нам пытаются подбросить российские спецслужбы. Извините. Российские спецслужбы для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, от этой непримиримой схватки
империи против свободолюбивой нации, в которой, в этой свободолюбивой нации, есть имперские элементы, которые зазывали, это еще Украине предстоит вычистить эту всю нечисть, которая зазывала вот эту имперскую нечисть к себе, на свою родину, для того, чтобы воссоздать великую Российскую, русскую империю с Киевом во главе, с настоящей, чтобы с историей, как положено было. Без вот этой истории, киевской истории, не может получиться вот эта великая русская империя, которую строят КГБшники, как внутри Украины, так и остальные. И мы все со свободными украинцами, которые против этой империи, против того, чтобы их страна стала империей, да. Как-то так. Так, давайте об этом, обо всем будем говорить сегодня и обсуждать. Здравствуйте, говорит Цапля. Почему у вас сегодня немецкий флаг в студии? А с какой целью интересуетесь, Цапля? С какой целью? А вам мешает этот флаг, скажите? Он как-то вам доставляет как-то дискомфорт? Скажите, если да, то по какой, если нет, то по какой причине вы меня спрашиваете об этом? Нет, нисколько. Тогда, а почему такой вопрос? Разве дело во флаге? Я сейчас обсуждаю очень важные вещи, и, как вы понимаете, мне кажется, важнее, чем то, что Россия готовится к широкомасштабному мясному штурму, то есть мобилизация до 1 000 000 человек или до 500 человек, и все эти люди должны быть брошены вот на Киев. Возможно, через Беларусь. Возможно, через Беларусь это будет происходить. Знаете, очень компьютерные такие игры есть, и вы, может, и в рекламе ее видели. Часто в рекламе появляется у меня, например, вот эта игра, где современные вооружения, современные пушки и танки, и на них легионы Римской империи двигаются. Там, 1 000 000 там, человек против там, нескольких тысяч современных танков и так далее. И вот они идут, и вот буквально там несколько секунд есть, и их просто расстреливают, они идут, такой вот бывает поток людей, ну, компьютерной графики, где уничтожается. Вы знаете, приблизительно такие события, мне кажется, нас ждут в этом году, вероятно, уже в этом году, может быть, в следующем году, когда Россия сейчас мобилизует много-много людей, будет дальше продолжать мобилизовать, расстреливать всех, кто не согласен с тем, чтобы идти на войну, убивать людей. И их будут бросать вот мясные штурмы. И нам, скорее всего, нас, скорее всего, ждут вот такие вот события. Посмотрим. Рязанский сахар будет продолжаться. Добро с кулаками. Как думаешь, Путин и Патрушев ответят за Рязанский сахар? Ну, смотрите, добро с кулаками. Во-первых, я думаю, что будет продолжаться Рязанский сахар, потому что террор, который сейчас объявляют игиловцы, который они будут наносить по России, он не будет просто так останавливаться. С одной стороны, это как бы союзники Украины, автоматически наши союзники, всех получается, потому что они открывают второй фронт, бьют по России. С другой стороны, это очень плохо попахивает, да, потому что это может потом перевернуться в то, что отвлечение внимания от Украины, перерастание, если это все контролирует или же хотя бы принимает какое-то участие в этих терактах против своих граждан, как обычно, если ФСБ принимает участие, то это может быть управляемый процесс, после которого просто они могут остановиться, и не будет там уничтожения России там, или до победного конца там, и так далее, и так далее. Поэтому будем наблюдать, будем с осторожностью относиться к вот этим деятелям с ИГИЛ, которые резко активизировались по какой-то причине.
Но нельзя отрицать, пока, по крайней мере, нельзя отрицать, что польза от того, что они будут, ну, не по мирным, конечно, носить, а по военным или там э, законным целям, которые соответствуют и религии, они же на религиозной почве, и международному праву. Если в этом случае какая-то польза от этого, конечно же, будет. Но если нас все время будут отвлекать что на каждый их удар, что «О, что случилось», и мы должны будем месяц обсуждать то, что произошло в России, и забывать каждый день, когда в Украине гибнет столько же людей, даже больше, каждый божий день гибнет огромное количество людей в Украине, и в том числе мирных. И, кстати говоря, если нельзя убивать мирных, то это не значит, что можно убивать военных на чужой земле в агрессивной войне. Понимаете, Россия совершает преступления, убивая украинцев, нападая на украинцев. Даже если это военные, хоть это как бы комбатанты, но при всем при этом это люди, которые на своей земле, они только защищаются. Поэтому в этом смысле очень, ну, как бы должны аккуратно подходить к этому вопросу. Мне не нравится ситуация, связанная с тем, что они говорят, что лидеры ИГИЛ-К находятся на Кавказе. Сейчас еще туда чеченцев приплетут, сейчас окажется какой-нибудь там еще чеченец где-то. Поэтому не хотелось бы, да, чтобы мы сейчас вновь вот погружались вот это во все, от чего тут ты не можешь отличить истинного борца за права, за свободы, и там, который человек а, хочет там нанести вред своему убийце, своему гонителю, от человека, который управляется, который финансируется спецслужбами России и потом наносит вред как себе, так и, ну, и всем окружающим. Да? Поэтому это очень сложная тема, которую нам надо будет еще анализировать, подходить к этому, понимать, кто есть кто, и управляемы ли, вообще дееспособны ли те люди, которые вот сейчас нападают или собираются, напали и собираются продолжать нападать на фашистскую Россию, и как с ними вообще можно взаимодействовать. Недавно, вот, например, русские пригласили Deutsche Welle об этом. Самое интересное, Deutsche Welle на русском языке, ну, просто откровенно подыгрывает русским, но причем она это пытается делать как-то не подыгрывая, как бы не подыгрывая. И вот там целая статья, и написано, что Россия пригласила на форум, по-моему, в Санкт-Петербурге, какой-то экономический форум представителей Талибана, там, третье, десятое, там, и так далее, и так далее. И фотография стоит внизу, ни форума не стоит, ни талибов, кого, наверное, пригласили, они должны быть без гранатометов, без автоматов. Стоят талибы на перекрестке на улице, какие-нибудь там, я не знаю, выдвижной пост или это ГАИ ихние, там, госавтоинспекция, непонятно, кто они такие. Ну, фотография 3 талибов, 3 афганцев, которые с бородами, как положено, там, с гранатометами, с автоматами, вот 3 человека стоят. У меня вот закрадывается сразу автоматически вопрос, а почему не поставить на эту фотографию, раз приглашают русские, приглашают талибов, почему не поставить, например, фотографию Пригожина с кувалдой? Или, например, Патрушева на фоне разрушенных домов в 99 году. Вот почему русская Deutsche Welle не делает вот такие эти. Я, например, считаю, что Талибан просто упал в моих глазах. Но он и так был не особо, конечно, возвышен мной, но в последнее время так позорно приехать или согласиться принять участие в форуме фашистской России, ну, даже от Талибана я этого не ожидал. Ну, это позорище. Ну, еще, ладно, Эрдоган еще туда поехал бы. Это тот же дружок, который поздравил Путина. Незаконного, заметьте. Обратите внимание, защитник мусульман, там, весь там за спаситель всего ислама, там, я не знаю, хранитель Корана и Сунны, там, Эрдоган, его величество, Эрдоган, короче, поздравил лживого, нечестно избранного Путина, как и хамасовцы его поздравили. Ну, короче, компания в сборе. И вот я надеялся, что талибы окажутся чуть-чуть нормальными, но, как мы увидели, талибы тоже, оказывается, уже не те, уже
Поэтому позорище, позорище, что вот едут. Поэтому будет ли продолжаться, возвращаясь добро с кулаками к рязанскому сахару, что взрывы, я думаю, это ну, уже, по-моему, уже решенный факт, уже атаки террористов на фашистскую Россию, то есть фашисты против фашистов, она начинается, она уже все уже анонсировано, и, скорее всего, этого не избежать. И ответит ли Путин с Патрушевым за рязанский сахар? Я думаю, да. Я думаю, я убежден, что они ответят. Это может быть, они погибнут, не доживут до суда. Может быть, они умрут от старости, так и не попавшись в плен, и не будучи убитыми, потому что может это 20 лет продолжаться еще. Все это дело, как говорил Джохар Дудаев еще в 96-м году, в 95-м году, в 95-м, по-моему, году, он говорил, что это на 50 лет все вот это дело закручивается. Грубо говоря, еще лет на 20 до 45-го года это может продлиться, если исходить из слов Джохара Дудаева. А Джохар Дудаев, в принципе, очень хорошо и точно а, предугадывал или предсказывал, может, нельзя так говорить, но предугадывал ход событий, и вероятно, что на 50 лет это может растянуться. Поэтому, конечно же, я убежден, что они ответят. Да, по решению суда там, и так далее, они ответят. Потому что такое преступление, так ставшее публичным, так ставшее известным, оно не может остаться безнаказанно. Я на это надеюсь. Здравствуйте, скажите, белорусов погонит Лукашенко на войну? Наш белорус. Здравствуйте, конечно же, я не знаю, погонит он или нет, но вот из событий, которые сейчас развиваются, и той массовой мобилизации, которая планируется в России, и последний рывок, вот этот массовый штурм, чтобы, если они даже не возьмут Киев, чтобы завалить трупами и ввести весь этот мир в шоковое состояние, именно так русские всегда воюют. Именно так. Только так они могут шокировать. Они немцев во время Второй мировой войны вводили в ужас и доводили до сумасшествия, просто посылая на смерть, и пулеметчик сходил с ума, немецкий пулеметчик, не мог уже расстреливать вот так людей, просто косить, 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 косить. Поэтому я не знаю, погонит Лукашенко или нет, но по всей видимости это будет очень масштабное вторжение, и я думаю, белорусы в этом тоже примут участие. И да, с большой вероятностью, что белорусы будут теми, кто тоже будет повязан кровью. Вот нужно, чтобы белорусов погибло много, чтобы потом это не было одних русских, эта война. Да, как бы они пытаются на чеченцев свалить, на бурятов свалить. И, конечно же, будет очень удобно свалить и на белорусов, в том числе, повязать кровью, сказать, что вот мы вместе. Но у них ничего не получится, я могу заранее сказать, потому что все, что они будут делать, против них будет готовиться еще большая сила, Украина будет предоставлена, все, весь мир вступится. Но сам факт того, что, допустим, представьте, если за один день погибнет там 100 тысяч, каждый день, сейчас гибнет и получает увечья около 1000 русских оккупантов, а тогда в день будет погибать 1000 человек. И так продлится, например, 100 дней. Например, да, 100 дней, и положит, например, 10 миллионов человек, например. Можете, ну, например, если это 10 тысяч, например, в день будет погибать, и 100 дней, там, миллион он положит, например. Когда брали Берлин, немцы основную силу свою бросили на восток против Советов, передвинули все свои войска, и своим женщинам, мирным людям рекомендовали в сторону американцев и англичан сдаваться. В сторону американцев все уходили. И со стороны американцев, союзных войск, фактически обороны, защиты фактически как таковой не было. И что тогда сделали русские? Им нужно было взять Берлин, и они массово просто заваливали трупами, что каждый божий день 15 тысяч под Потсданью, есть такое место такое есть, под Берлином,
Бранденбургская земля это. И там каждый день 15, в среднем 15 тысяч советских граждан в течение 100 дней, 1,5 миллиона было положено, и им удалось завалить вот этими 1,5 трупами и все-таки продвинуться и взять и Потсдань, и затем уже восточную часть Берлина. Поэтому вот таким вот образом может все это начаться и развиваться. Поэтому будем наблюдать. Будем наблюдать. Здравствуйте, если есть время, можете дать прогноз для Одессы? Я не знаю, здравствуйте, какой может быть прогноз для Одессы. Я не могу сказать, что я какие-то прогнозы даю, друзья. Если я могу в общем предположить, куда движется все это направление. Сейчас наносятся удары по электроснабжению, электросистеме Украины, по коммуникациям, по Данби, да, Данби нанес удар. И нужно полагать, что Украину хотят ослабить, чтобы электричество, вода, все вот это все ослаблось. И одновременно с этим мы видим, что происходит в России. Идет накачивание, отмена моратория на смертную казнь, всеобщая мобилизация и так далее, и так далее. И как бы немного, как говорится, нужно ума, чтобы понять, что они собираются широкомасштабно атаковать, а по-другому они не умеют. Победить они не могут, ничего они сделать не могут. Но вот они мясом заваливать, и вот и пулеметчика или же артиллериста украинского свести с ума этими трупами они могут. Вот это всегда это они так воевали. Ну и одновременно, конечно, могут быть и теракты в Европе, и в самой России отмена. И, ну, короче, будет очень такой, я предполагаю, будет очень такой большая трагедия, большой хаос будет в фашистской России. Это все будет погружаться в такое средневековье, на мой взгляд. Хотя уже давно это повисло. И по поводу вот Одессы отдельно как города взять, конечно, он очень нужен русским, очень нужен. Но мне кажется, так как это портовый город, на воде город, его они не возьмут. Не возьмут. Потому что флот фашистской России фактически перестал существовать, Черноморский флот. И ну, нет у них шансов. Нужна Одесса для того, чтобы сделать из него портовую, ну, водную мощь, не просто наземную, но и водную составляющую. Кораблей нет, уже нету той мощи, которая какая-то у них была в этом. И еще больше ее не будет. Потому что ни для кого не секрет, Америка является или претендует быть на то, чтобы быть владычицей морей и океанов. Это самый мощный флот на Земле. Такого флота в истории человечества вообще никогда не было. Причем американцы так развивают этот флот, а мы знаем, что большая часть нашей Земли покрыта водой, и все водные коммуникации, все водные пути сообщения, они уже большая часть контролируется американцами как на воде, так и с помощью космоса, спутников. И все, что связано с морем, с водой, все это должно быть союзником и другом Америки. Поэтому я думаю, очень мало шансов у русских захватить именно Киев. Бомбить могут и так далее, но взять и захватить, я думаю, нет. Я думаю, нет. Как-то так, да. Магар Маршал, да, Машна. Надеюсь, западный мир наконец-то увидел истинное лицо одичалых севера. Россия страна-изгой, скоро их ждет Нюрнберг. А разве ИГИЛ не выхормыш Кремля?
Светлана, да, конечно же, ИГИЛ — это и выкормыш Кремля, и пособник Кремля, и все это без сомнения. В Сирии, например, те представители ИГИЛ, их не бомбили, практически русские говорили, что бомбят их, а бомбили умеренную оппозицию, там, других там они бомбили, но не бомбили ИГИЛ, поэтому я считаю, что, конечно же, это выкормыш Кремля ИГИЛ, это даже не обсуждается. Но дело в том, что тот сирийский ИГИЛ был, иракский ИГИЛ, был выкормышем Кремля. А так, в принципе, ИГИЛ — это такая неоднородная масса. Говорят о Багдаде, который там был, его якобы ликвидировали, говорят. Опять же, тоже тут все покрыто мраком тайн, непонятные вот эти разные вещи, которые там происходят. Очень сложно этим во всем разобраться. Поэтому одна группа уничтожается, появляется другая, знаете, под этим лейбом, под этой маркой, там, ИГИЛ. Что такое ИГИЛ? ИГИЛ расшифровывается как Исламское государство Леванта, Исламское ИГИЛ, Ирака и Леванты. Леванта — это часть Сирии, так, земля Шама, священная земля мусульман там и так далее. И это, ну, это Леванта. И есть Ирак, короче говоря. Поэтому тут не поймешь, что за исламское государство. Причем здесь Ирака, если оно исламское государство, то оно не должно, наверное, этнически как-то или географически как-то обозначаться. Оно религиозное же получается, оно должно быть на всех там. И я считаю, что да, там есть люди фанатично некоторые, которые верят в то, что они делают, но я убежден, что за этим стоят российские спецслужбы, в том числе, и не только, я думаю, там могут быть много кто заинтересован как-то контролировать, обезопасить себя от этой же организации. Для этого там готовится разная агентура. Поэтому то, что Россия, например, направляла в Сирию людей, чеченцев, под видом убивала чеченцев, с их документами отправляла людей в Сирию, это, например, известный факт, о котором я неоднократно рассказывал. Поэтому я думаю, что в этом плане тот ИГИЛ и ИГИЛ-К, который расположен, например, в Афганистане, они все-таки отличаются. Это такая франшиза, можно сказать. Кто-то прикрывается просто маркой и занимается там той же деятельностью. Короче говоря, все не так однозначно и не все так просто, как говорится, чтобы сказать, что вот этот ИГИЛ, вот он полностью управляется, контролируется Россией. Не так. Какая-то группа контролируется, где-то Россию выкидывает. Кто-то, если заподозрит ИГИЛ, что связан с Россией, я уверен, что его голова не продержится очень долго на его плечах. Даже если его заподозрят в том, что он работает. Поэтому там все неоднозначно все. РДК дойдет до Кремля. Добро с кулаками. Я надеюсь, дойдет. Но это зависит. Смотрите, что сейчас, какой вопрос? То, что стоит перед Украинами, понятно. Их задача: хочешь, не хочешь, защищайся. Тебе или ты сдаешься, и ты получаешь то, что получили чеченцы. Мы, чеченцы, не сдались, мы просто физически закончились. У украинцев пока огромное количество и сил, и возможностей. Да, психически, морально украинцы устали. Бесспорно, все, это нормально, что если такая интенсивная война, от этого, конечно, устают. Но с другой стороны, это еще и закаляет, да, это же делает людей крепкими. И не нужно там, 1 миллион человек, чтобы они были крепкими, чтобы Украина стояла. Нам достаточно тех, кто уже стоит, закален, знает, что делает и так далее. Поэтому в этом плане украинцам понятно, что делать. Да? Или же погибнуть, защищаясь, или же сдаться и потом погибнуть уже в новых имперских войнах, униженными, оскорбленными, и в новых имперских войнах, как сейчас отправляют кадыровцев на эту новые имперские войны. Украинцев будут еще также отправлять, еще больше. Всех мобилизуют, всех, кто бегал, всех, кто по Европе прятался, всех будут возвращать, мобилизуют и в новую войну против Европы и так далее. Это 100%. С украинцами ясно. Что сделать россияне, которых будут мобилизовать и бросать на этих украинцев? В любом случае все россияне погибнут.
Вот я возвращаюсь вот к РДК, я хочу объяснить. Если РДК, если вот это Легион Свобода России, другие, которые там есть, на самом деле не симулякры, на самом деле борцы за свободу своего народа. Если они русские националисты, которые любят свой русский народ и хотят ему будущего, не где-то на полях Украины гнить расстрелянными под хаймарсами или какими-нибудь суперсовременными оружием, которое будет применяться против вот этих новых мясных штурмов, без сомнения. И они 100%, я убежден, ну 99, да, потому что 100% мы можем не знать, но я на 99% убежден, что эти мясные новые штурмы на Киев, они не завенчаются успехом, и увенчаются успехом. Дело в том, что просто будут все уничтожены. И вот теперь вот и РДК, и Легионы Свобода России, и там Якутский батальон, или как он там, Сибирский батальон. Вот эти люди, если они правы, они искренне в своих побуждениях, реально борются, они должны, конечно, в первую очередь призывать русских подняться. Вас и так уничтожат, русские. Вы все, уперлись уже носом. 2 года назад, когда начиналась только мобилизация, я делал вам обращение, говорил. До этого говорил. Не только я, все вам об этом твердят и говорят. Но вы ждете вот до последнего, вот пока вот пожар просто под ногами уже не будет пылать. Вот до этого времени вы ждете. Вот теперь это время настало. И РДК, и все остальные должны, и здесь, в Европе, которые проживают, настоящие эти оппозиционеры, которые борются за права русских, вот они должны добиваться того, чтобы народ восстал. Понимаете, вы не можете идти на эту войну, вы погибнете. Понимаете, вы будете просто уничтожены. Это лишь для того, чтобы Путин лишние 2-3 дня пожил на этой земле. Пока он готовится к этому мясному штурму, пока собирает, проводит какие-то действия, он задействует людей, эти люди в процессе, у них какая-то надежда появляется, что сейчас Путин их выведет, что сейчас они справятся, сейчас они победят ненавистную Америку, Украину там и всех остальных. Не победят. Все это обман, все это утилизация вас, россияне, русских, вас утилизация. Вот поэтому сейчас уже нужно понять, и РДК, и всем остальным нужно не просто заходить там, проводить какие-то рейды, какие-то там диверсионные акции, привлекая внимание, кстати говоря, к явке на выборы Путина. Ну, что за разговор? Зашли РДК, я поддерживаю. Мне кажется, был единственный человек, который призывал россиян помогать вот этим РДК и присоединяться им. Сами РДК говорили, нам не мешайте и не вылазите из подвалов, там сидите у себя в этом. Присоединяйтесь, чтобы это все стало массовым таким движением. Об этом они не говорили. Ну, может, у них не было такой цели, но почему бы не поставить эту цель? Почему же не говорить об этом? Зачем просто проводить рейд на путинские выборы, а потом быстро возвращаться и все? Хотя там и погибшие есть, и раненые есть. Я отдаю честь уважения, дань уважения тем воинам со стороны Украины, всех национальностей, которые реально сражаются за свободу и проводят такие уникальные, можно сказать, операции на территории фашистской России. Но почему бы не дальше не продолжить? Почему бы этих русских, которые поставлены на грань выживания, их будут уничтожать? Их сейчас будут мобилизовать, будут расстреливать, кто не идет. Лучше вот этих, кто расстреляет, их тысячи расстреляют. Потому что тысячи русских не пойдут на эту войну. Я в этом убежден. И их будут расстреливать за то, что они отказываются. Как когда-то там расстреливали в 40-х годах, когда нас насильно забирали на войну. И расстреливали, если вы отказывались по какой-либо причине. И поэтому вот эти люди должны понимать, если эти тысячи человек, которые будут расстреляны, вместо того, чтобы просто в подвале Лубянки где-то или в подвале где-то там в матросской тишине где-то будут они расстреляны, лучше они с оружием в руках попробуют отстоять свою свободу, и если погибнут, то, по крайней мере, за правое дело и с оружием в руках, чем просто так будут расстреляны в подвалах
Нужно ли это? Вот к чему, мне кажется, нужно и россиянам, РДК, русским призывать своих россиян и русских. Это не я должен делать, чеченец. Это русские должны делать. Я к России не имею никакого отношения. Я к России имею отношение только насильной оккупации и убийства моего народа. Вот все отношение у меня к России и России ко мне. Это русские должны сами делать. Но они не делают с миллионными подписчиками, с огромным количеством всего этого. Никто не говорит, русские вас завтра будут убивать. Убивают же, уже убивают. Мы то, что говорили, фактически все уже случилось. С начала войны говорили, до начала этой войны широкомасштабной говорили. И про мобилизацию говорили. Понимаете? Поэтому как-то нужно это организовать. Ведь какие-то работы проводятся работы там по объявлению там Дагестана независимости, ну там кто-то призывает. Но я, конечно, только за, чтобы Дагестану. Это очень хорошая инициатива, очень хорошая идея. Но а толку от этого, практическая, какой толк от этого? Объявить Дагестан независимым. Ведь дагестанский народ ведь этого не просил, не просил. Никто не борется в Дагестане за свою свободу и независимость. Нет таких людей. Есть несколько добровольцев, кто воюет в Украине за Украину. А в Дагестане этого нет. Есть кто боролись за исламское государство создать, Имарат Кавказ там создать. А демократических, как таковых, сил, борющихся, ну, практически нет. Нужно не на это. Я не против, чтобы это говорилось, делалось. Ничего плохого нет. Движение, как говорится, жизнь. Пусть все двигается, все делается. Ну а почему же это не делать в отношении россиян, русских, при помощи тех же РДК, Свобода России? Почему они, да, они пленных к себе набирают, там уже, кто попал к ним, а кого-то там призывают тоже, есть у них эта тема. И очень хорошо, пусть продолжают. Но почему это не делать более активно, массово? Ведь русских сейчас погонят на смерть. Массово русские вас будут уничтожать. Хотите верьте, хотите не верьте. Вы будете сталкиваться просто с огнем. Вот придет час, к которому вас подводят, и вы столкнетесь с огнем просто из свинца и железа, который вам будет тут стоять перед вами. И вы сгорите в этом огне. У вас нет никаких шансов победить в этой войне. Никаких. Ва алейкум ассалам, Шамсад, Маш Воваль. Витаю, сынов Ичкерии. Ичкерия будет свободной. Да, Алмула, Максим, да, Алмула. Салам алейкум, ассалам, всем свободным людям. Ва алейкум ассалам, чеченский сионист. Так, Асан, на России Уралмаш, Йокшумаба. Да, на России Уралмаш горит, да. Горит Уралмаш, все будет гореть на России, все будет гореть. Все до единого. Если Россия думает, что она победит, это нет. Асан, можешь мне купить игровой компьютер? Я деньги потом отстегну из заработанного на YouTube-канале. Конечно, Рустам, обязательно. Пришли просто свою карточку, я тебе деньги переведу сразу же. И тут благотворительность, я знаю, ты же знаешь, у нас денег куры не клюют. Асан, ты хочешь посеять межнациональную рознь, у тебя не получится это сделать. Гореть тебе в аду, говорит Евгений Кутепов. Евгений, если бы ты был бы на самом деле настоящим русским человеком, который думает о русских, ты бы подумал бы, о чем я тебе говорю, понимаешь? О чем и тебе, и русским я говорю. Я не хочу посеять на межнациональную рознь. Я хочу, чтобы террористическое учреждение перестало убивать украинцев, ну и заодно своих россиян. Понимаешь? И деоккупировала нашу страну, вышла к чертовой матери с моей страны. Так, отлично, да. Фриман говорит, я против Путина, но голосовал и призывал всех голосовать за Путина. Лучший разрушитель Русни. Это Путин. Ну, как бы, с тобой трудно спорить, да, с тобой трудно спорить. Легко говорить, сидя на диване издалека, говорит Асам. Ну,
А сам можно сидеть и не на диване, не он. Так, как говорил Джагар Дудаев, не опомнится Россия. Будут гореть города, говорил Тигру. Да, будут гореть. Это неизбежно, да. Асан еще раз, салам алейкум, салам маршал, дума сарга, ичкери, дуагласчан, дейлер, салам маршал, алейкум, ассалам. Никого не хочу обидеть, говорит, но думаю, чеченцы никогда друзьями русским не будут. Уж очень много различий. Да, очень, я думаю, это очень простая истина, которую нужно понять всем. Не то, что мы русским друзья не будем. Мы не будем имперской России друзьями. Никогда, Дион. Не может по определению свободный чеченец быть другом империи. Фашистской империи, когда 4 века тебя уничтожал. Это исключено просто. Канал хороший, ясно и четко, говорит Мага. Абсолютно. Только правда и ничего, кроме правды. Так, лучше не виноваты, виновато все править, что у вас, что у нас. Ну, давайте, Сергей, crazy time, that's... Что у вас, что у нас, это ваша излюбленная тема. Нет, наших не трогайте. Нашими мы сами разберемся. Наши нас к вам на войну, на вашу территорию не посылали. Ваши вас к нам на нашу территорию послали. Поэтому с нашими мы сами разберемся, а вот вы своих ваших угомоните и заткните, потому что они и вас в огонь ведут, нас в том числе, конечно же. Асан, кавказцы хотят шариат. И какой демократии речь, говорит Джимми Фокс. Особенно Джимми Фокс, человек с ником Джимми Фокс, хочет демократии и шариата, не демократии, а шариата. Да-да-да, обычно вы все тролли всегда бываете с Джимми Фоксами, да, и все бьетесь за шариат. Правда, почему-то я не вижу этих людей, которых все кавказцы, которые хотят шариат. Есть обман, который вы людям вдалбливаете, что нужно там, если ты против шариата, то ты там против мусульман. Но вы не объясняете, что такое шариат. А шариат это жить по закону Божьим. Понимаете? Не укради, не убей, не ври, не лицемерь и так далее. Все это в Уголовном кодексе международном праве прописано. Понимаете? Поэтому жить по шариату это значит жить в соответствии с международным правом и своими религиозными убеждениями. А вы пытаетесь подменой заниматься. Вы хотите людей обмануть. Вы им говорите какой-то шариат, а сами живете под никами Джимми Фокс. Понимаете? Вы обманщики. Понимаете? На Кавказе хотят свободного, демократического развития. Я за Кавказ говорить не буду, я за Ичкерию, за чеченцев скажу. Любой чеченец хочет растить детей, хочет жить по своим чеченским законам, со своей чеченской религией, как и 1000 лет мы жили, свободно, без влияния русских, говорить на своем чеченском языке, соблюдать свои чеченские обычаи и законы. Вот чего чеченцы хотят. Понимаешь? И, конечно же, мы не хотим разгневать Бога. Мы верующие люди в основном. В основном, конечно, у нас есть и неверующие, но в основном мы верующие люди. И когда нами пытаются манипулировать такие вот манипуляторы, Джимми Фоксы, через YouTube причем, да, через кафирский YouTube, с кафирским ником заходят и нас обучают исламу, да, особенно когда речь идет о всем Кавказе. Весь Кавказ, мы не отвечаем за весь Кавказ. Каждый отвечает сам за себя. Каждый народ хочет жить с Россией, он живет с ним. Не хочет жить, он заявляет о том, что он не хочет жить. Вот и все. Тот, кто хочет жить с Россией, с этим народом Кавказа, нам, чеченцам, не по пути. Все, кто не хочет жить с фашистской Россией, а хочет жить свободно, быть кавказской, составляющей кавказской нации, в кавказском доме, ласково просимо, да, как говорится, добро пожаловать, herzlich willkommen, всем рады, всех приветствую. Вот как-то так, Леон. Не надо обманывать нашу молодежь.
Олар воли дулейхель чула ищет по жизни, лейш мою в основе своей, и вой ищет дагерч будешь. Да, да, чеченский селянин. Неспроста у России самая большая территория. И в Великой Отечественной войне русские умеют воевать. Почти все страны разбежались, как тупые овцы, говорит Михаил Баранов. Михаил Баранов, ну твоя фамилия, конечно, о многом говорит, но то, что твоя страна самая большая, это не говорит о том, что вы хорошая и добрая страна. Это говорит о том, что, может быть, это говорит. Я не буду утверждать, что вы, может быть, империя, которая нападает на более слабых, таким образом расширяет свою империю. А? Так получается? Может, так это? С этим связано? С нами Бог. И ваш Бог лежит на Красной площади. Ваш Ленин – это ваш Бог. Он лежит, конечно, на Красной площади. Да, с вами, товарищ Ленин, Бог ваш. Не поспоришь. Главный неверующий сидит у нас в Джахаре и убивает свой народ. Ну, или не свой. Может, мы ему не свой, поэтому он нас убивает. Вторую мировую войну начал Гитлер Сталин с Гитлером. Совершенно верно. А перед тем, как и Гитлер ее начал, эту войну, для того, чтобы начать войну, нужны же ресурсы, Советский Союз накачивал этого Гитлера вот этими ресурсами, чтобы он стал достойным соперником. И вместе начали, а потом разругались и решили друг друга нахлобучить. Да, это так. А сейчас разве Кавказ не свободен? Ты в Грозном давно был? Не читай проповеди, которым никто не верит. Расскажи, кто основал крепость Грозную. Евгений Кутепов, ну ты фашняга, самый настоящий фашист. Тебе даже отвечать ты недостоин даже моим ответом. Но ты задаешь такие глупости, Кавказ не свободен. Конечно, не свободен. Что там делает ваша оккупационная армия, если мы свободны? Почему за комментарии в YouTube человека пытают и убивают? Или если там ведет какой-то канал. Это ты считаешь свободно называется? Ну ты хотя не смеши людей, понятно? Ну, не нужно так откровенно. Расскажи, кто основал крепость Грозную. Говорит. Крепость Грозную основали русские фашисты, оккупанты, которые на своей земле, у себя на родине, в России, были рабами крепостными, которых с каждого двора на 25 лет забирали в армию, в царскую армию. И этих людей, которых целыми деревнями или дворами, скажем так, деревня может, нет, дворами, меняли на одну породистую гончую собаку. Вот эти воины, русские воины, которых меняли двор целый на одного щенка собаки гончей. Эти люди приходили на нашу землю, вот на месте города Грозного, вот где сейчас стоит город Грозный, была основана крепость Грозная в честь Ивана Грозного. Мы эту историю прекрасно знаем и никогда ее не скрывали. Но на месте, где была установлена крепость Грозная, находилось 7 то ли 17, по разным оценкам, больших и маленьких населенных пунктов. Это была вся лесистая местность. Вот эти все населенные пункты были сожжены, все жители, женщины, дети уничтожены, вырублены леса вокруг, построена крепость Грозная, и потихонечку, выскакивая из крепости Грозная, вырубались чуть-чуть леса и опять забегались обратно. Вот таким вот образом они зачищали, ваши оккупанты, ваши ублюдки, зачищали территорию вокруг. Мы знаем, как она построена. Но все это сделано насилием, убийствами, кровью, злобой, ненавистью, которая к вам обязательно в каждый ваш дом вернется. И к тебе, Кутепов, она тоже вернется. Поверь мне, зло, оно как бумеранг, оно всегда возвращается. Всегда. И оно вам вернется, Кутепов. Каждому, лично в твой дом, я тебя уверяю, в твой дом. Господь Бог все видит. Все к тебе вернется. Больше я тебе отвечать не буду, Кутепов. Ты тупой. Максим, это не СВО. Это СВО, а не война, говорит Максим. Не забывай, что Россия ядерная держава, и ваша Украина не выдержит натиска ядерного оружия. Вас жалеют.
Максим, я не знаю вообще, где, когда русские кого-то жалели. Это не в вашем стиле. Жалость у вас — это слабость. Такой прерогативы у вас, ну, вы не даете позволить себе слабость, вы не можете, понимаете? Человечность, жалость, адамала по-чеченски человечность. Вот это адамала для вас является а, слабостью. Это у вас так. Поэтому, конечно же, вы никогда не проявите слабость. Никакого у вас ядерной, ну и да, ядерное оружие есть, вы там можете навонять так, что ваша Россия будет еще 200 лет радиоактивное излучение распускать. Это вы можете, бесспорно. Скорее всего, так и произойдет. Вам по вашим ядерным ударам нанесут ядерный удар, и вот Россия перестанет существовать. Скорее всего, к этому придет. Но я не про это. Ты говоришь СВО, а не война. Ты, дружище, нос по линии партии не держишь. Уже Песков и даже Путин сказал, это война. Уже сказана война. Поэтому будет всеобщая мобилизация, поэтому будет массовый мясной штурм. С одной винтовкой 5 человек вас будут посылать туда. Поэтому ты следи, как твоя вот эта партия вибрирует. Она, конечно, меняет часто, то СВО, то война, то вас не поймешь, да? Но ты контролируй процесс. А если нет, заходи ко мне, я контролирую, я подсматриваю за вами, я тебе сообщу. Уже давно война, все уже закончилось СВО. Основная Россия превратится в Чернобыль, если задействует оружие. Да, чеченский след. Скорее всего, к этому все дело идет. Асан, скажи ему, что Грозный больше не будет, когда Ичкерия будет свободна, это будет город Джахар с улицей имени Сашки Белого. Да, Ян Маназон, шалом. Да, конечно, именно так и будет. Город Джахар, город Грозный давно переименован в город Джахар. В 1997 году наш парламент принял такое решение. И отныне город Грозный, который мы тоже любили, это наш город, как бы его русские не назвали. Я его очень любил, люблю свой родной город, в котором я родился и вырос. Но сейчас этот город называется Джахар, и это название ему идет больше. Грозный, оно тоже было нужно, это название. Когда вот это полчище ублюдков пришло на нашу землю, даже название нашего города, которым они нас хотели запугать, назвав его своим тираном, своим палачом, Иваном Грозным, который не жалел их, своих детей, там вообще никого не жалел. Таким образом, они хотели нас напугать. Представьте, как судьба сыграла какую злую шутку. Они хотели напугать нас этим, но получилось так, что город Грозный, слово Грозный внушало такой страх им самим, что мы, конечно же, считаем, что Грозный достойно оправдал свое название, ушел, канул в лету. Теперь у нас город имени в честь великого первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джахара Дудаева. Да. Все нормально, да. Все нормально. Это русоботы. Зачем вообще отвечать? Рикманс, важно, чтобы не только русоботы видели, а еще мое мнение по их позициям. Это у них стандартные клише, стандартные нарративы, которые они неоднократно вбрасывают. И я, конечно же, и для своих молодых чеченцев, которые меня смотрят, они тоже должны знать, как нужно реагировать вот на такие вот их опусы, на их такие выпады. И для тех русских, которые закидывают эти нарративы и ждут, ну, вот сейчас мы поймали их там за это. Никак, ни в коем случае. У нас всегда железобетонная, всегда справедливая и открытая позиция по всем вопросам. Самое главное, мы не на их территории воевали, а они на нашей. Значит, мы всегда правы, а они всегда не правы. Это однозначно.
Были моменты, когда и мы были неправы. Ну, я не знаю, когда вот ты был неправ, а я что не помню, чтобы мой народ был неправ по отношению с Россией. Если даже их сотрут под ноль, и они официально подпишут капитуляцию, они скажут, что это было СВО, а не война. Но уже Путин и Песков уже сказали, что это война, и это будет войной, по-другому они не будут это называть. По-другому они это называть не будут. Хорошо, тогда можно Грозный Джахар. Нет, бывший Грозный, все, это уже не Грозный. Есть юридическая сторона вопроса. Наш парламент, Ичкерии, чеченский парламент Ичкерии, признал его уже, назвал его уже Джахаром. Теперь он навеки вечный Джахар, да, пока новый парламент не придумает или не назовет его по-другому. Да. Что сказать, время покажет. Конечно, на все время. Нападение на Дагестан летом 99 года. ДБ, не было никакого нападения на Дагестан. Это снова российская пропаганда. Абсолютная ложь. Нападение было на Чеченскую республику Ичкерия. Убийство пограничников было. Грабеж наших людей, проживающих на границе с Дагестаном. Когда российские террористические войска вторгались на нашу территорию и грабили, угоняли скот, угоняли скотину, убивали людей, снимали золотые вещи женщин прямо, ну, много избивали. Все это было. И не было никакого нападения на Дагестан. Не может быть нападение на Дагестан маленькое, не вообще нападение на Дагестан неправильная формулировка в принципе. Дагестан это Россия, часть России. Нападение на Россию нужно говорить. Понимаете? Нету никакого Дагестана. Дагестан это независимое, независимое, не суверенное государство. Это часть России. Маленькая Чеченская республика Ичкерия, которая с горем пополам, с трудом отбила большую вот эту агрессию фашистской России, не могла напасть по умолчанию, просто не могла напасть на Россию. Понимаете? Огромную ядерную державу, которая вывела войска и по периметру поставила эти войска. Это все ложь и обман, это пропаганда. А была спасательная операция. После того, как Россия неоднократно пересекала границу нашей страны, убивала наших пограничников, грабила наших людей и так далее, была спасательная операция по просьбе дагестанских жителей Чабан-Махи и Карамахи, даргинцев, которые оказались окружены, и их российская власть уничтожала. И они попросили пробить коридор и вывести женщин и детей. Вывести женщин и детей. Вот все, что они попросили. И это было исполнено. По договоренности, и это было сделано чеченскими добровольцами. Никаких регулярных чеченских формирований там участия не принимали. Это были добровольцы. Как были добровольцы, как говорит об этом нам Гиркин, когда он зашел в Крым, потом зашел в Луганск, Донецк, в целом на Донбасс. Понимаете? Рядовой человек, доброволец, когда с добровольцами идет, это не является казусом белли, это не является поводом к войне. То есть не нападение одной страны на другую. Понимаете? В принципе, это была спасательная операция Шамиля Басаева, которая успешно прошла, все женщин, детей удалось спасти. Я надеюсь, эти женщины и дети, которые нас увидят, смотрят, будут об этом говорить, что они те, кого тогда спас отряд добровольцев Шамиля Басаева и так далее. Поэтому не было никакого нападения на Дагестан, была спасательная операция. Сейчас, происходя, как дагестанцы отнеслись к нашему горю, как это потом оболгали нас сами российские средства массовой пропаганды. И вот сейчас в целом, беря, как дагестанцы вообще относятся к чеченцам, несмотря на то, что чеченцы пришли, хотя сами дагестанцы тоже должны были прийти, кумыки должны были, другие народы, которые имели договор, как и Басаева, совместный был договор. Ни к нам они не пришли помогать потом, потому что конфедерация вот этих народов Кавказа, которые сейчас Закаев с Кутаевым снова пытаются реабилитировать, она умерла после этой спасательной операции. Она была активная, там много участников, все такое было. И как только Басаев пошел с этой спасательной операцией, она была оказана, потом война пришла в наш дом,
Вот эта конфедерация горских народов Дагестана, Кавказа, она умерла, ее больше нет, никто нам не пришел на помощь. Отдельные дагестанские бойцы, парни, пришли нам сражаться, но вот эта конфедерация горских народов Кавказа, она никакой роли не сыграла, кроме того, чтобы обязать Басаева помочь Дагестану, дагестанским вот этим людям, которых мы тогда вывели. Поэтому это была целенаправленная провокация со стороны российских спецслужб. Изначально сама эта организация была провокацией, потому что она уже на помощь чеченцам не пришла. И сейчас на протяжении уже лет, годов таких, я думаю, что не нужно было Басаеву делать эту операцию, но это двоякое такое мнение. А с другой стороны возникает желание, как бы я посмотрел вот этим женщинам и детям, которых тогда наши добровольцы спасли ценой своей жизни. Много погибло там чеченцев, выводя этих людей. И потом, уже когда у нас война началась, то я думаю, что я бы не смог бы посмотреть в глаза. Вот, хотя это говорю вам сейчас тут, ну вот если бы мне показался бы этот ребенок, или уже не взрослые люди, наверное, я не смог бы сказать, не надо было вас спасать. Одна человеческая жизнь спасенная, она бесценна. И это тоже факт. И это не послужило поводом для вторжения фашистской России. Это тоже очень важный момент, который мы должны понять. Потому что тут на Западе не признали нападение Басаева на Дагестан, как вы говорите, нападением на Россию. И казусом Белли это не признали. А знаете почему? Дело в том, что русским пришлось взрывать свои дома. Один в Буйнакске, в Дагестане, чтобы связать с Басаевым. 2 в Москве, затем в Волгодонске. И один в Рязани. При попытке подрыва 5-го дома были задержаны сотрудники ФСБ. Кстати говоря, очень интересное наблюдение, о котором говорит бывший ФСБшник, а бывших не бывает, Трепашкин есть такой, один чувак, который расследует эти взрывы домов, он сидел за это, там, такой принципиальный человек, можно признать его, несмотря на то, что ФСБшник, что человек принципиально четко делает свою работу. Это не отменяет того, что он ФСБшник, но нужно признать тот факт за ним. Так вот, он говорит, что был взрыв в Буйнакске, первый взрыв, потом и каждый взрыв происходил с интервалом 3-4 дня. 3-4 дня. Вот, 3 дня ждут, на 4-й день взрыв. 3 дня ждут, на 4-й взрыв день. Так вот, последний дом, попытка последнего дома в Рязани произошла 24 сентября. 24, по-моему, если я не ошибаюсь. 24 сентября. А предыдущий взрыв дома в Волгодонске произошел, по-моему, 16 сентября. 16 сентября. Это рядом с атомной ростовской электростанцией. Атомной электростанцией. И есть интервал 8 дней там, или 7 дней, вот такой интервал там выпадает между взрывами дома в Буйнакске и учениями, так называемыми учениями в Рязани. И как раз выпадает один, который должен быть взрыв, там, каждые 3-4 дня взрывы, и тут один интервал, обвал такой, нету взрыва. И Трепашкин говорит у себя, там, я у него читал раньше, что была попытка взрыва еще одного дома в Москве, то есть 2 в Москве взорвали, должен был взорваться 3-й дом в Москве, понимаете? Но его по какой-то причине удалось предотвратить, и потом в Рязани поймали с поличным вот этих террористов. Поэтому это все очень важно нам знать, это все должны мы все прекрасно понимать, и понимать, что нападение, если оно и было, то оно было не на Дагестан, а на Россию, и это было не нападение, а спасательная операция, после которой русские сами же взорвали свои дома, чтобы обвинить нас. Потому что этого нападения было недостаточно, понимаете, недостаточно. Поэтому мой чеченский народ абсолютно прав и всегда только защищался. И если бы он не защищался и был бы он неправ, в месяц Рамадан, я верующий человек, я мусульманин, я вам клянусь в этот месяц Рамадан, если бы чеченцы были бы неправы, я бы обвинял бы их так же, как я обвиняю всех остальных, которые не оказываются неправы. Но к большому моему счастью, чеченцы были всегда правы,
Всегда, абсолютно. Да, делались вещи, которые были на грани добра и зла, да, захват школы в Беслане, та же спасательная операция Дагестан, которая можно расценивать по-другому. Но все это нужно учитывать в контексте всех событий, в контексте всех действий, которые происходили в отношении наших бойцов. Наши бойцы тоже не из камня сделанные, у них тоже и детей убивали, и жен убивали, и родителей убивали, братьев, сестер, и они не каменные, и сердца у них не каменные. Поэтому они делали все, что могли. И моя задача, как правозащитника, как чеченца, защищать своих защитников. Потому что они защищали меня. И грош цена нам, чеченцам, если мы не сможем их отстаивать, если мы не будем их защищать. Как-то так делал. Ассаламу алейкум, Ребель, Машуоль. Все понимают. Да, Александр, все понимают на самом деле. Но иногда некоторые вещи нужно высказать, выговорить, чтобы люди до конца поняли, да. Так. Россия напоминает монголов. На монголы нормальные люди, сенсей. Чего ты? Россия страна 404. Да, Максим? Так. Так. Какой ты мусульманин, говорит мне Евгений Рыжов. Едь в Палестину, мусульман убивают, а ты тут сидишь, расскажешь, какой ты мусульманин. Говорит, это мне Женек Рыжов, мне, мне объясняет, куда мне ехать. И только лишь потому, что я разоблачаю его страну и их фашизм, их человеконенавистническую идеологию. За это мне Рыжов беспокоится о мусульманах. Так вот, и вот этих арабских мусульман, вот этих арабских ваших друзей Советского Союза, России, я всех оставляю вам, Женек, Евгений. Вы можете с ними куда угодно ехать, вы можете с ними что угодно делать. Вы были братьями, вот вы ими оставайтесь, хорошо? А мы как-нибудь сами разберемся, без вашего вот этого ненужного сования в нос в наши дела. Не нравится, что говорю на моем канале? Пошли вон отсюда. Тут русистов я не собираю. Здесь собираются только единомышленники, сторонники Украины, свободной, независимой Ичкерии, Грузии. Понимаете? Вот здесь какие люди собираются, а не те, которые вы тут взяли, зашли тут. Что мне делать, указываете? Нет уж, извините, дело. Салам алейкум. Как бы ты назвал простых мирных жителей России, которые вообще не связаны с СВО? Ва алейкум ассалам. Я не знаю, что ты имеешь в виду, как бы их назвать. Это граждане России. Граждане России. Да, они не несут ответственность. Они не несут ответственность. Понимаете? Они не являются людьми, которые, например, там, комбатанты, их убивать нельзя и так далее. Но при всем при этом они с молчаливого согласия происходят, понимаете? И если произойдет что-то, если что-то произойдет, то это что-то должно как-то аукнуться. И должны все понимать, что дело ведь не только в Украине или сейчас в ИГИЛ, а дело ведь надо и на себя посмотреть. В чем же причина? Почему же вас хотят убить? Почему же вам хотят нанести вред? Может быть, потому что вы гуманитарную помощь в Сирию отправляли под видом учений. Вы им завалили их гуманитаркой, едой, водой. За это вас, может, сирийцы ненавидят, и сейчас ИГИЛ вас ненавидит. Может быть, это связано... Так, я одену.
Может быть, это связано с тем, что вы на Чеченскую республику Ичкерию напалм просто не сваливали, не стирали с лица земли все населенные пункты, а наоборот, медицину чеченцам принесли, причем электрического плана медицину. Может, с этим связано? Может, то, что в Украину, вот вы сейчас роддома бомбите, убиваете роженец в роддомах, может быть, просто украинцы вас не понимают, может, они рассчитывали, что вы должны им гуманитарную помощь давать, а не бомбы, а вы их решили бомбами закидать. Ну, я просто не знаю, может, вы на себя посмотрите, друзья. Вы несете зло, страшное зло. И той ненависти и нелюбви у вас к вам со стороны Украины вчера не было. Ее не было, абсолютно не было. Украинцы считали, что вы им братья. Украинцы, русские украинцы рассчитывали, что вы придете и освободите их от своей власти. А вы их бомбами посыпали. Вы их убивали, тех, кто вас ждал. Понимаете? Вас уже русские в Украине не любят, не ждут. Против вас русские воюют. Понимаете? Русские командиры, русские там, я не знаю, Нечаев, кто он сейчас, который вместо новый командующий, который... Там ведь много русских, и генералов, и полковников, и украинцев, и рядовых, и в окопах сидят. Русские сидят, понимаете? Вы достали уже всех, просто вы своим имперским вот этим бредом сумасшедшего, вы просто всех достали. Вам кажется, это как-то безобидно, а вам это, знаете, это же не ваше нутро, у вас нет ничего, вы никакая не империя, понимаете? Я вас поздравляю, это все обман. Была бы вы настоящая империя, с вами можно было бы какие-то, может, дела иметь. Вы никакая не империя. Вам имперскую вот эту парадигму закладывают, чтобы отвлечь внимание от грабежа вас. Потому что мы, советские люди, 3 поколения, 75 лет копили имущество, которое КГБшники забрали себе. И для того, чтобы отвлечь ваше внимание, вас, тупых баранов, извините меня, отвлечь внимание, вам говорят, что вот Чечня хочет независимость. Вот такая Чечня, на карте ее найти нельзя. На карте даже Чечня слова не пишется, до того она маленькая. И вам говорят, что вот эти напали на нашу великую, огромную Россию, самую большую страну в мире, ядерную державу и так далее, и так далее. И нужно всех чеченов убить. Причем убить перед тем, как их убить, нужно взорвать вас, русских, взорвать ваших женщин, детей, спящих в своих домах, сказать, это что сделали вот эти. Понимаете? И посылают тех, кто вчера, кого еще в прошлом веке, обменивали двором целым на одну гончую собаку, и когда он там погибает, это святой русский солдат. Там он у вас стоит 2 копейки, меньше копейки стоит, он на собак, на щенков его меняют. А когда он приходит к нам на Кавказ, и там его наши доблестные воины уничтожают, он становится святым русским воином, теперь нужно за эту землю умирать всем остальным, потому что там погиб русский солдат. Русский воин. Вот что вы несете. Вот какое зло и угроза. Вы, русские, Россия, поймите. Вам кажется это безобидным каким-то там прикрытием, но империя, ну приятно же на душе. Вот великие, вас все боятся, вы все такие крутые и так далее, и так далее. Так вот, это, во-первых, обман, как я говорю, это страшный обман. Вас объегорили, облапошили, понимаете, вас обокрали. Все наше забрали вот эти мерзавцы из КГБ, ФСБ, там, ГРУ и так далее. И вас посылают на новые войны. А вы говорите, что мы должны там за кого-то гибнуть, убивать украинцев. За что? Объясните мне, за что русские? У меня слов на вас нет. За что вы воюете? Просто объясните, на вас какой-то НАТО нападает. Да ваш Черноморский флот до 40 какого-то года там с контрактом стоял. Вы думаете, американские ракеты не могли эту Украину перелететь, с Польши к вам прилететь, с атомной начинкой, если по вам наносить удар? Да вообще без проблем. Вообще они с Америки могут до вас лететь, эти их ракеты, с подводных лодок могут лететь. Это обман.
очередной обман, что на вас там, если бы вы не напали, то на вас напали бы. Обман. Все обман. И не надо нам вот эту ложь, как будто доказанный факт нам где-то объяснять, что вы являетесь жертвами, защищаетесь от какого-то ЛГБТ. У вас вся Дума, весь Кремль ЛГБТ. У вас в Москве огромное, вопрос, YouTube откройте, Google откройте, забейте. Огромное количество этих разных клубов. Никого это никогда не мешало и не смущало. Это новый обман. Сказать, вот, смотрите, там такое зло, вот это там, все это такое. Это все было всегда, всю историю это было. И в советское время было, и сейчас это есть. И всегда это будет. Понимаете? Просто вам из чего-то нужно что-то вам рассказать, что вы великая империя, борющаяся за какие-то скрепы. Какие скрепы? Пленного, подозреваемого в убийстве, да, ужасного преступника, отрезать ухо, вырезать глаз, подключить электричество и бить его током. Вот это ваша культура, это ваша человечность, это ваша религиозность. Это что ли? Это детские шалости, то, что мы увидели. Я как чеченец, как правозащитник, я знаю, что вы творите. Это ужасные вещи творите. Больше, чем ужасные вещи, ваша страна, Россия, никто не творит. Понимаете? Никто на сегодняшний день большего зла, беспримесного зла, чем ваша Лубянка и Кремль, не существует. Это стопроцентный факт. Понимаете? А вы нам рассказываете какие-то сказки, что там вы какая-то великая нация, вы к чему-то идете. Ни к чему вы не идете. Вы идете к тому, чтобы сейчас Путин остался у власти. Чтобы его в Гаагу не отвезли. Вот и все. А вы лохи, которых развели. Понимаете? Ассаламу алейкум, Асан. Слава Украине, свободочки. Героям слава, Мавидин. Ва алейкум ассалам. Рад, что зашел. Да. Ты-то не лох, тебя не развели. Нет, ZX, меня не развели, меня убили. Мой народ совершили геноцид против моего народа, понимаешь? Меня уничтожали, сажали, преследовали. И только поэтому я вышел. Я думаете, я хочу быть врагом России или я хочу быть врагом ФСБ? Думаете, это такое приятное удовольствие? Когда твоих родственников пытают, когда вы днем и ночью меня тут угрожаете, оскорбляете, там еще что-то пишете. Вы думаете, я от этого удовольствие получаю? Нет. Я вопреки всему этому, вопреки здравому смыслу, ваша вот эта лубянская КГБшная свора палачей сделала меня врагом. Вынужденно. Я им стал и буду им до конца, пока ваша гибня не будет привлечена к ответственности, или я не уйду в могилу. Понимаете? Вот так я буду вас ненавидеть. Я буду своих детей, внуков призывать. И сейчас этим видео призываю. Никогда им не прощайте. Никогда не забывайте. Это абсолютное, беспримесное зло на земле. Понимаете? Вы вынудили нас такими стать. А не потому, что там мы хотим сражаться против, заведомо зная, кто мы знаем, кто вы, понимаете? Вы на все угодно способны. Но это нас не остановит. Потому что вы должны быть остановлены. Ваше зло, свора палачей должна быть наказана, привлечена к ответственности. Вы абсолютное, беспримесное зло. Понимаете? Ваша вот эта Лубянка ФСБ. И их миньоны ГРУ. Поэтому я буду, конечно, не из-за того, что мне делать нечего, а потому что я вынужден это делать. Славочки, героям слава.
Твой народ увеличился в разы, говорит, о чем ты говоришь? ZX, ну, ты не рассказывай нам эту пропаганду, эту с вашу лживую русскую пропаганду. Мой народ вы истребляли онкологией после того, как вы вывели свои вот эти основные бандформирования и оставили там основной контингент и вот этих коллаборантов. Вы нас травили специальными ядами. У нас женщины, девушки, девочки в школе, которые учились, над детьми вы эксперименты ставили, целыми классами теряли сознание и становились бесплодными. Одна девочка, которая в той школе, в Шелковском районе, в школе, которую вы, и мальчикам вы так делали, специально на мальчиков вы яды делали, и на девочек вы яды делали. Это все зафиксировано. Одна из девочек вывезена сюда была в Европу, которая сейчас у нее семья, у нее все в порядке, ее смогли вылечить. Но те, кто не смог выехать сюда, те стали бесплодными, те стали, это вы такие эксперименты делали. Здесь, в Германии, самая лучшая медицина, одна из самых лучших медицин. Сюда вот так потоком чеченцы, потоком выезжали, приезжали онкобольные от онкологии. Это была резкая вспышка, и сейчас, как ты видишь, она тоже замолчала. Они есть онкология, она всегда везде в народах присутствует, но она была вспышка, и как в Украине началась война, или когда началась вот эта пандемия, тогда на спад пошла вот эта онкология. По крайней мере, сюда уже не так много приезжают чеченцев. А забиты все больницы были. И в Москве онкоцентр на Каширке, и в Ростове самый большой онкоцентр. Все это было просто забито чеченцами. На Каширке в Москве онкоцентр, если вы приходили в этот центр, то там внизу нужно подождать, там, кто там выйдет, запустит вас и так далее. Вы постоянно вот так чеченцев там встречаете. Еду приносят, забирают кого-то, лекарства привозят. Вот так толпы чеченцев. Я просто знаю, о чем я говорю. Вы убийцы, вы враги чеченского народа. Быть с Россией для чеченцев – это самоубийство. Нету никакого шанса. У вас такая ненависть к нам, и столько вы против нас сделали, что нету никакого шанса нам договориться. Никогда нам не быть друзьями в мире и так далее. Да, граница будет, вы будете жить у себя, мы будем жить у себя. Вы будете выплачивать нам контрибуцию и компенсацию. И преступников мы ваших будем, которые убивали военное руководство, военное политическое руководство фашистской России, ФСБшное руководство, мы будем пленить по решению суда, Международного уголовного суда в Гааге, привозить и приводить приговор исполнения, доставлять будем. Вот какие у нас будут с вами взаимоотношения. Никогда мой народ с вами не увеличивался. Мой народ большой русско-кавказской или русско-чеченской войны, просто когда имам Шамиль был там, мы с вами около 50 лет воевали. Так одновременно 27 лет, потом с вспышками, там, затуханием и так до 100 лет. Всего 4 века. 4 века вообще-то в целом, если взять. Мы с вами воевали. Вот в эту большую Кавказскую войну нас осталось около чеченцев и ингушей. Около, по-моему, 400 или 300 тысяч. 400 или 300 тысяч. Многих при помощи Турецкой империи мы его переправили туда обманом, чтобы разгрузить нашу землю, чтобы освободить нашу землю. Когда начиналась вот эта большая русско-чеченская война, Кавказская война, нас было, говорят, 4 миллиона. И 90% вы у нас уничтожили. Ничего хорошего никогда от фашистской России мы не получали. Единственное, что хорошее получал чечен, говорящий на чеченском языке от вас, это тот, кто предавал чеченский народ. Вот ему вы давали какие-то привилегии и пользу. Чеченцы, независимые, свободные чеченцы, кроме зла, огня, крови, никогда за всю историю от вас ничего не получал. Никогда. И представлять вас какими-то защитниками, спасителями чеченцев, ну, мне кажется, как минимум это, цинично с вашей стороны. Это очень цинично, это очень глупо еще к тому же. Поехали дальше, да. Ну вот смотрите, в ТикТоке пишут чеченоговорящие, которые обижаются на правду. Ишнохчи бачун.
Och chahar yazış beş bat nohçi qoma ma ali her boş ver yazış beş iş nohçi batçun. Üç ya gasqi lay yuşun nohçi mat büyüçol. Üç vaynuk ya nohçi boçerş bu nohçi mat büyüç. Nohçi şaş bu boş nohçi mat amin. Nohçi bu boş beşem. Вообще я интахию хоша я цқитуел умштат. Содел шу хамбе шватшун. Шу вообще аж двицек дош хит шватшун. Хит шо. Иш душон хала. И душу шайдат. Так. Сколько вам заплатили, бо? Это самый больной вопрос. Никто не платит, самое главное. Представь. Разве за такое платят? Кто такое будет говорить за деньги, скажите мне? За такое не платят. Шорт болан бувайн бацаря хацандал. Бувайн бацаря хацандал. Дер букшамса дуквалба безвай. Новый выход ячун. Я вой ночи дышду. Я вой ночи долча дадолшду. Иш дукус лячтол вопрос. Гаск смазбег и давахуешь уюкир. Дудая зитенил 30%, виви швати, 30% адах диш дуай. Кидаяца 1%, а со 1% ахил резу, гаск штуай связяца гилчан. Ишт бивай давур дачу, вай келгар дойр дачу. И ца единстве ца спасение еще. Так. ДБ, ты говоришь, Кадыров что-то там отстроил Чечню из пепла там и так далее, и так далее. А кто ее вогнал в этот пепел? А? Не Кадыров с Россией его вогнал в этот пепел. Избавился от бандитов. Кадыров есть главный бандит. Россия есть главный бандит. Это человек, представляющий Россию. О чем ты говоришь? Все сыты, здоровы. Я не знаю, кто у тебя там сыт и здоров, но онкология на войну против Украины, пытки током, убийства, это все продолжается. О чем ты говоришь? Что-то вы быстро все это забываете. Вот Nissan мобайле валла бо уй мешауар, а это Nissan бошек. Что делать, чтобы ты не появлялся у меня в рекомендациях? Это невозможно, друзья. Я теперь буду всегда появляться в ваших комментариях, рекомендациях. Наш канал YouTube уводит всегда в топы. Каждое видео набирает у нас 100, 200, 300 тысяч просмотров. Будет, я так полагаю, еще больше, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Каждый стрим 1000, 1500 человек подписывается. Усиленно, несмотря на то, что на фашистской территории наш канал запрещен решением Роскомпозора. Мы продолжаем нашу деятельность, будем продолжать. И я вас всех, друзья, приветствую, вновь подписавшиеся. На этом канале вы увидите и услышите только правду и ничего, кроме правды. Дал мулла.
Так, так, я смотрю, вы тут. Ассаламу алейкум, аса. Как вы относитесь к ИГИЛу? Говорит, ва алейкум салам. Я никак не отношусь к ИГИЛу. Так, смотрите, вы тут меня спамите, забиваете одно и то же. Вы задаете глупые вопросы, я их пропускаю, потому что не вижу смысла на них отвечать. А вы меня начинаете спамить. Я вас буду банить тогда. Так. Бавонетка, дякую, дякую, здравствуйте. Вот кто-то хоть из своих зашел. А то тут я смотрю, все путиноиды да путиноиды. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Как ваше здоровье? Здоровье вообще замечательно. Так хорошо никогда не было, да. Очень хорошо. Особенно месяц Рамадан так хорошо влияет на меня. Я так себя хорошо начинаю чувствовать. Все отлично. Пост помогает, он освобождает голову, да, он очищает, все отлично, просто супер, да. Ассаламу алейкум. Хамди мокжди дик ава алейкум ассалам, дал бухаста. Так. Ответить как мужчина, говорит. Ариф, на что тебе ответить? Маршал Георгий, Дели Салам, маршал Георгий, витаю вас, дорогой. Ты считаешь, что террористы поступили хорошо в Москве? Нет, конечно. Нет, конечно. Как можно убивать невинно женщин, детей? Конечно, террор в любом проявлении– это зло. Особенно тот террор, который Россия на государственном уровне ведет по отношению к моему народу и государству, и к Украине, и к Грузии, и к Сирии, и к другим народам и странам. Конечно, в любом проявлении террор осуждаю, конечно же. Ва алейкум ассалам, RTX. Не все путиноиды, без них будет скучно. Конечно, да, Ян, конечно, пусть будут. Если его разговоре у вас не было интереса, вы его комментарий не писали, мужик красавчик, говорит. Так, это, говорит, слава Русне, с ними, Бог. Бог у них Ленин. Мы все знаем, у них на Красной площади в пирамиде лежит их Бог. Поэтому, когда русские говорят, что Бог с ними, они говорят Ленин с нами, Ленин с ними. Имейте в виду. Поэтому я с этим спорить не буду. Ваш Бог, да, он с вами. Он это правда. Только я сомневаюсь, что вот эта мумия вам чем-то поможет. Этот, кто тут пишет про породистого бича, да? Это Шамсат пишет. Семен, ты породистый бич. Да. Тут Кутепов, по-моему, тоже писал, что он там 1538 года, он знает всю свою русскую родословную. Дело в том, что русскому языку меньше там 200-300 лет. Русской нации как таковой не существовало там 500 лет назад. Он рассказывает, что он знает свою русскую родословную. И правильно, Шамсад, я к нему тоже добавил бы то, что вот породистый бич, короче. Сказочники такие, да. Я знаю свою историю, да. Так.
Ленин, это который поднял Россию, говорит, Nissan. Ну вот видишь, Nissan, я прочитал твой комментарий, а ты переживал. Конечно, он ваш бог, Ленин ваш бог, я согласен, конечно. Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет мумией, да. И вот одновременно, кстати говоря, друзья, вы сейчас можете обратить внимание, вот эта вся агентура, которую я каждый день поливаю грязью, и они сидят, засунув свой язык, свернув его трубочкой, да, они сидят, молчат. И когда у них резко появляется какая-то информация, им когда-то что-то им резко нужно, они все одновременно начинают меня хаять, начинают. Теперь я вам всем передаю средний палец, вслед за русским кораблем, дамы и господа, все, давайте счастливого. И я на вас больше ноль внимания буду обращать. Я буду говорить все, что считаю про вас нужным, и абсолютно всегда буду вас игнорировать, когда посчитаю нужным. Я плюю на то, что вы говорите. Вы 5 лет это, все эти сказки распускаете. Я там засланный, я там враг, там я это, третье, десятое. И ни один из вас не вышел на контакт и на... не на детектор лжи, никак и никак, короче. Поэтому все вместе пошли, короче. Я смотрю, Шамсаду, это как раз давно меня Шамсад об этом просил, и Шамсаду это нравится, и всем остальным я тоже вижу, нравится, да. И Роману, и Лили, и всем остальным, да. Так что вот такие вот, друзья. Сейчас вы увидите, они начинают на меня обваливать, ну, начинается поток разная такая шушера, которую мы уже 100 миллионов раз разоблачили, которая ровным счетом для чеченского народа абсолютно ясна и прозрачна. Поэтому чус, как говорят немцы, да. А мы продолжим свою антипропаганду, разоблачение фашистской идеологии русизм, человека ненавистнической, антигуманной, античеловеческой идеи русизма. Мы будем ее разоблачать всегда, до конца днем. Не тратить время на этих ботов, нужно фокусироваться на важном. Чеченский сионизм, мне кажется, нормально мы сегодня сфокусировались и нормально пообщались. Мне кажется, нас около 3000 максимально набиралось, смотрелось. Сейчас смотрят 1300. Ну, в принципе, нормально. И думаю, и плодотворно получился этот стрим сегодняшний. Слава свободной Ичкерии, су, нох, чечу, дух ез. Героям слава, Георгия, слава Украине, слава ЗСУ, слава защитникам Украины, слава нашим воинам света. Так. Да, Мула. Просто скажи, вот ты достал, Ярослав, одно и то же. Ну что за глупые вопросы? И причем вы так упорно добиваетесь этого, я не понимаю. Хорошо, я зачитаю ваш комментарий. Просто скажи, что из себя представляет Чечня без России? На чем будет строиться экономика? Как вы будете строить отношения с Ингушетией, с Дагестаном? Из чего будет формироваться бюджет? Ярослав, во-первых, не беспокойтесь за нас. Если вы нас так любите, да, что вы не хотите, чтобы мы умерли с голода, и поэтому вы нас бомбами закидываете, да, из-за большой любви к нам, вы хотите, чтобы мы умерли сытыми, чтобы мы умерли, сгорели от вашего напалма сытыми у себя в домах. Вы этого хотите. Но гуманно. По-русски звучит гуманно, конечно, очень. Но вообще, смотрите, это не ваше, извиняюсь, конечно, вы корректно меня спросили, но я не вам отвечаю, а в целом он всем тем, кто вот так, как вы думаете. Не ваше собачье дело, понимаете, как мы будем жить, из чего мы будем формировать бюджет. Не ваше собачье дело людей, убивающих нас на протяжении 4 веков, говорить, на что мы будем жить и чем мы будем питаться. Мы хотим, будем есть траву, мы хотим коренья будем есть, понимаете? Мы рыбу ловить будем, мы будем что угодно делать. Понимаете, это не ваше собачье дело, что мы будем делать. А если по большому счету сказать, не русским отвечая, а нормальным людям, не имперцам отвечая, могу сказать, у нас есть огромное количество полезных ископаемых.
У нас есть 3 моря, которые вокруг нас находятся. Это Каспийское, Черное и Азовское. Мы являемся воротами в Европу. Это транзит. Это тоже деньги, во-первых. И самое главное, на мой взгляд, самое главное, что у нас есть человеческий потенциал. Чистый, умный, нелицемерный, не циничный, благороднейший, лучший из лучших человеческих, интеллектуальных и физических сил скоплено на Кавказе, в частности, в моей стране, в Чеченской Республике Ичкерия. Мы не пьем, многие не пьют, не курят, наши женщины не курят и не пьют. У нас рождается здоровое потомство. У нас любой чеченец, это генерал. Понимаете? Вот вы нам отправляли своих холопов воевать, которыми дворянин. Вас там встречали, у нас все дворянины. У нас не было сословий феодализма. Не потому, что мы были рабами, а потому, что мы все были дворянами. Мы все были свободными людьми. И нам было западло иметь раба, понимаете? Только раб может мечтать, в душе раб может мечтать о рабах. Поэтому нам было западло иметь рабов. Вот такие дворяне вас встречали. И гибли против ваших вот этих холопов крепостных, гибли наши дворяне на протяжении всей истории. Поэтому у нас есть человеческий капитал, который, я верю в этот капитал. Я здесь сижу перед вами, потому что я верю в его величество, господин чеченский народ. Потому что этот народ не победить. И я самый худший и самый слабый представитель этого народа. Понимаете? И если я могу вот так противостоять, то я убежден, что чеченский народ 1000 раз лучше сделает это, чем это делаю я. Поэтому мы здесь, в Европе, во всех странах, на всех языках говорим. Нам нужно сейчас объединиться, собрать всю нашу силу, элиту, которую вы разобщили, вы провели огромную работу. И надо признать честно, определенный успех вашей спецслужбы ФСБ добились. На 100 лет вы вбили клин между чеченцами. И у нас огромная проблема, как с ней разобраться. Мы разберемся с горем, с трудностями, с большими потерями, мы разберемся. Но никогда вас, России, империи, в нашей жизни больше не будет. Никогда. Запомните. И не интересуйтесь нашими делами. Не интересуйтесь, на что мы будем жить, на что мы будем существовать и как будем развиваться. Это сугубо наше личное дело. Сугубо наше личное дело. Так, друзья, я уже больше 100 минут в эфире. Я посижу еще немножечко, еще, может быть, минут 20. И потом надо будет... Да, посижу. Так. Ассаламу алейкум. Мир вашему дому. Единственный вопрос. Как вы относитесь к теракту и к Крокус-Сити? Почему по Янму погибли обычные люди? Ища кем стоит эта вина, за кем стоит вина. Виктор, ва алейкум ассалам. И мир вашему дому тоже. Я неоднократно с первых дней этого теракта высказываю свою позицию. И, конечно же, я осуждаю любое убийство мирных, невооруженных, безоружных людей. Даже если они россияне, даже если они голосуют за Путина. Их нельзя убивать. Там погиб чеченец, кстати говоря. Это так, если кто чеченец. Там неизвестно, кто погиб еще. Там не только русские, не только имперцы, не только путиноиды. Там разные люди погибли. Я уверен в этом, конечно же. Поэтому я являюсь председателем немецко-чеченской правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия. Я являюсь ее председателем. Я призываю чеченцев отменить вообще смертную казнь.
у нас, чтобы в Уголовном кодексе не было смертной казни. Я за то, чтобы мы гуманизировали нашу правовую систему. Хотя это сейчас очень будет сложно. И, конечно же, я осуждаю этот террористический акт и всегда его осуждал. Но это нисколько мне не мешает осуждать тех, кто большее зло, чем вот эти террористы. А именно те, кто отрезали ухо этому террористу, подключали их к электричеству, пытали, убивали, издевались, измывались над ними. Это большее зло. Это просто дилетанты, это просто такие звереныши бешеные, которые выскочили и поубивали людей. А матерые, бешеные звери на протяжении уже 100 лет заседают на Лубянке и в Кремле, которые вот эти... Я убежден, что за этим терактом его контролировала, наблюдала за ним, непосредственно, а может, организовывала, помогала российские спецслужбы и Россия. Я в этом абсолютно убежден. Это мое личное, сугубо мое личное мнение. Вот я как отношусь к спецслужбам России и имперцам России. Вот если, надеюсь, я неоднократно говорил, просто вновь и вновь, неохота мне отвечать. Просто следите за моими видео, смотрите стримы. Наш канал запрещен на территории фашистской России, но при желании меня могут смотреть. И большая часть людей, большие мои зрители, это из России. И это не Чеченская республика на первом месте. Слава Украине, героям слава. Желаю свободу Ичкерии. Ассаламу алейкум от казахов. Алейкум ассалам. Аллах Казахстан. Методичку хохлядскую выброси, говорит, вас купили за копейки. Эту методичку мы вообще-то, я ее вообще-то пишу украинцам в том числе. Они еще воротят некоторые нос, думают, что там, как же, они же тут все знают. На самом деле это я им пишу методички, они не мне, они. Бавонятка, вы говорите, что Крокус-Сити за этим стоит ФСБ. Я тоже считаю, что за этим однозначно торчат длинные уши ФСБ. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Ахмад из Ингушетии. Шаш мичерду, моя сдаешь, ежели, ежели. Мабайш кан, бол ат мабайш. Машал дуун, машал хейль, ози. Слава ЗСУ, героям слава. Спасибо за ответ, мир вашему дому. Спасибо, Виктор, взаимно и вам. Привет из Днепра. Витаю, Днепр, витаю. А мирных на Донбассе не жалко, которых Украина бомбила с 2014 года? Ярослав, мне мирных всех жалко. Но то, что Украина бомбила, это неправда. Украина на своей территории наводила конституционный порядок. Понимаете? На самом деле не тот выдуманный конституционный порядок, который вы в Чечне наводили, потому что мы были независимым, суверенным государством, вышедшим из Советского Союза, по факту развала Советского Союза, соблюдя ленинскую, сталинскую и последнего образца Конституции Советского Союза и международное право. Мы все соблюли. И Советский Союз перестал существовать. Понимаете? Мы приняли Конституцию свою на 1,5 года раньше вашей. Вы ее приняли в декабре 93-го, мы приняли в марте 92-го. И мы не были частью РФ, да, Российской Федерации России. Мы не были ее частью. Не было ни одного документа. И вы незаконно вписали нас в нашу конституцию, свою конституцию через 1,5 года после нашей. Незаконно. Нас не спросив, ни своих граждан не спросив. А просто взяли и вписали. И сказали, мы теперь будем наводить конституционный порядок, потому что Чечня это часть нашей страны. Так вот, часть Украины, Донбасс был на законных основаниях, в отличие от того, что вот я вам сейчас рассказал про вас. Они у себя наводили конституционный порядок. Все, кто
будучи гражданином Украины, выступает за оккупацию своей страны и выступает, чтобы пришла другая страна, он не просто сепаратист. Сепаратист – это который отделяется от чего-то цельного, сепаратор отделяется, да, есть такой аппарат, мы знаем, сепаратор, который разделяет молоко на сметану и так далее. Вот это разделение идет от чего-то цельного. Вот сепаратист – это тот, который хочет отделить свою страну от чего-то цельного. А предатель и изменник своей родины, он хочет, чтобы пришла другая страна, и эта страна вошла в часть его страны. Понимаете? Предатель вот этой страны, Украины, является тот, кто не просто сепаратист отделиться. Отделиться он не хочет он жить с украинцами. По закону, по международному праву он обязан быть частью России, частью Украины, но он не хочет быть частью Украины, потому что вот, не нравятся ему украинцы. Вот этот сепаратист, он нарушает закон, он преступник. А тот, кто не просто отделяется, но он еще хочет свою вот эту территорию бросить в ноги, и даже не свою, а весь Киев, всю Украину, речь об этом идет ведь. Это все сказки, что кто-то хочет Донбасс взять, Крым взять. Это все такая закормка, прикормка такая небольшая была. Поэтому никто не бомбил, во-первых, Донбасс, никто не распинал там мальчиков в трусиках на доске объявления, и никаких вот этих зверств не было. Были предатели и коллаборанты, которые послушались русских сказок по телевизору и надеялись, что их будут кормить в миске, чем в свободной Украине. Лучше они на цепи, в России, ну, миска будет золотая, ну, или хотя бы позолоченная. Вот так они думали. Понимаете, вот эти население Донбасса, Крыма, они так посчитали, что вот у России пенсии побольше, дела хорошо, еще сказки вам постоянно рассказывают, русские богачи, там, Навальный рассказывает, какие дома у Путина, там, у других, третьих, и все думают, как круто, сейчас мы тоже заживем, ну, или хотя бы у нас будет барин настоящий, богатый, с хорошим домом, и нам миски будут, ну, да, на цепочке мы, правда, будем, на ошейнике, но у нас миска будет позолоченная, и мясо, может быть, нам туда положат, там, мы будем такие здоровые, толстые хрюнделя мы будем. Вот так вы представляли. Поэтому никто не бомбил Донбасс. Давайте сказки не будем рассказывать. Это была попытка захвата страны, целой страны, да, империи. Новая имперская война была. Как-то так, Дион. Так, они не понимают. Понимают Германия, понимают еще как понимают. Просто это нужно признать. А как только вы признаете, что вы напали на суверенную независимую страну, чтобы у вас была позолоченная миска, только лишь всего, то в таком случае вам нужно признать, либо вы мерзавец и подонок, который был на это согласен, а у этого они не могут позволить. Либо и потом нужно принимать какие-то шаги, потому что вы не можете быть в нормальном обществе и называться подонком, и быть подонком мерзавцем открыто. Поэтому вам нужно какие-то действия принять, извиниться, вернуть то, что вы украли у украинцев, там, я не знаю, своего бандита, преступника отдать Украине, вот, судить его, посыпать голову пеплом, что-то нужно сделать. А этого делать они пока не готовы. Понимаете, они еще не дошли до стадии, когда они это будут делать с удовольствием. Будут умолять просто, пожалуйста, украинцы, заберите эту землю. Пожалуйста, судите вот этого бандита. Они это будут, посыпать пеплом будут, стоять на коленях будут. Но когда это произойдет, когда будет большая кровь, к этому все идет. К сожалению, все к этому идет. И вот если ты им это объясняешь, то ты враг. Вот вы видите, какие они комментарии пишут, что я там враг, что я там хочу рассорить их, что я там плохой и так далее. А я их просто предупреждаю. Просто предупреждаю, к чему все это идет. Это очевидные вещи. Очевиднейшие. Так.
Ну да, я говорил, что крови прольется много. Все так и происходит. Да, чеченский сионист именно к этому идет. Так, предупреди Рамзана. О чем предупреждать? А ты для чего тут сидишь? Иди быстро предупреди его. Аслан, какой контент у тебя? В смысле, какой контент? Контентный? Донбасс был захвачен русскими террористами, поэтому Донбасс ничего не выбирал. Да, совершенно верно, Гуджубай. Да, верно. Ассаламу алейкум, алейкум салам, справедливый человек. Да, я смотрю, вы тут нормально, я смотрю, вы тут работаете дело. Ну хорошо, да. Да вы желаете своим родственникам войны, не надо накалять ситуацию, зачем эти понты? Анатолий, война идет, и она никуда не денется. Ваши те, кто посланы, уже находятся на территории Украины, они будут либо утилизированы полностью, либо взяты в плен, либо они сбегут обратно. Новых кого туда пошлют, а вас набирают и посылают, об этом я и предупреждаю. То же самое с ними произойдет. Поэтому ничего само собой не рассосется, друзья. Если вы думаете, что сейчас все, сейчас какой-то, вы утром проснетесь, Путин умер, там еще что-то случилось, и все рассосалось. Нет. Вы погружаетесь в хаос, огонь, в преисподнюю погружаетесь. Понимаете? И это не остановить. Вы это должны понять. Уже это не может ни один человек сейчас этого не видеть уже. Это раньше я еще допускал, что вы можете, не понимаете, что мы вам говорим. Сейчас вы не можете этого не видеть. Понимаете? Вы погружаетесь в мир хаоса, разложения, крови, терактов, убийства, массовых расстрелов. Вот вы куда идете. И это не закончится само собой. Вы будете сидеть, как зайчики, тихо, мирно. Вас по одному будут выводить и расстреливать. И вот когда вас будут выводить и расстреливать, вы тогда Аслана вспомните, Арцуева, который вам говорил: ребят, когда вас уже поставят перед ямой, или когда вас пошлют в атаку с одной винтовкой на хаймарсы, на просто стену из свинца и железа, понимаете, которые вас будут встречать. Все народы сейчас... И Франция, и все европейские страны будут включаться. Вы так долго кричали: на вас НАТО напало, на вас НАТО. Почему-то это НАТО на вас в Украине напало, да, странным образом. Теперь с вами реально будет воевать НАТО. Она помогала, подготавливалась, терпела, крепилась, ждало, пока вы осознаете. Вы не осознали. Все, закрыта книжечка. Все закрыто. Вот о чем я говорю. И я вас ни к чему не призываю. Хотите, сопротивляйтесь, хотите. Меня интересует его величество, господин чеченский народ. Все, что меня интересует в России. Понимаете? Вот что меня интересует. Нам профессор Авторханов рассказывал, что только русские, когда станут свободными и демократическими, чеченцы получат свободу и демократию. И я верил ему, и до сих пор есть надежда. Но у меня нет надежды, что вы станете свободными и демократами. А из-за вас я не могу свой народ хоронить. Мне нужно его вытаскивать, мне нужно его спасать. Как бы я хорошо не относился к нормальным русским, но если вас так мало и вы ничего не делаете, то, извините, я не могу вас спасать или там вас уговаривать. Я должен вам сказать правду, какая бы она ни была, и вытащить своих чеченцев. Вот что меня волнует. Понимаете? Чтобы вы в пропасть. А вы тащите в пропасть их. И вы их первыми, их всех вам не удастся, потому что 300 более тысяч здесь находится. Когда вы начнете массово нас еще уничтожать, а вы к этому готовитесь, депортациям, уничтожению, вы сперва хотите всех кадыровцев под этот огонь бросить,
Кстати, еще кадыровцам надо еще обращаться, напоминать им, что их ждет. Как в 1944 году, когда нас всех мужчин на фронте отправили, а наших женщин, детей вы депортировали в Сибирь, в Среднюю Азию, под видом депортации попробовали уничтожить всю нацию. Понимаете? Поэтому меня вот что интересует. Мне нужно вытащить чеченцев вот из этого болота, в которое вы сами погрязли, и уходите туда. Не хотите спасаться, не хочет ваш РДК вас спасать, не хотите вы сами спасать. Ну, что поделаешь, очень жаль, сожалею, потому что с вами вы тянете и мой народ туда. Но тянуть вас у меня нету ни желания, ни сил. У меня никаких возможностей нет. Вам, если я начну что-то говорить, я для вас враг. Вы меня видите только врагом. То, что я вам говорю правду, что эта правда намного лучше, чем та сладкая ложь, которую вам говорят с Кремля, с Лубянки, с ваших телевидений. Ну, это вы не рассматриваете. Я это понимаю. И я особых чувств добрых к вам не питаю, честно. Но и имперцам презрение и все. Ну, есть люди, которых реально жалко. Хотелось бы, чтобы русские вылезли с этого болота. Ну, как вы это будете делать? Я не знаю, потому что вы ничего для этого не делаете. У вас миллионные здесь блогеры в Европе находятся. Они работают на то, чтобы явку повысить на выборах Путина. Вот все, что делается. Они оппозиция, там все такое. Ну, нужный час X, они выходят, идите на явку, покажите, что вот мы голосуем якобы против, а на самом деле таким образом поднимают явку и легитимизируют Путина, понимаете? Вот что, к большому сожалению, вот такой вот ситуации мы. Хотим мы или не хотим, мы с вами связаны, русские. Мы, чеченцы, с вами связаны. Мы вынуждены говорить на вашем языке, мы вынуждены находиться с вами в одном информационном пространстве, в политическом пока временном пространстве, потому что вы нас оккупировали. Но мы не собираемся сдаваться и мириться с тем, что есть. На этом свой стрим я заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Я и вновь приветствую сегодня и ранее подписавшихся наших новых подписчиков. Друзья, для того, чтобы изменить мир, не нужно ни 60 тысяч, да, уже нас 60 тысяч, неделю назад нас было 50, и я думаю, так и канал будет развиваться этими же темпами. Нас не должно быть 50, 100 тысяч или миллион, чтобы изменить мир. Чтобы изменить мир, достаточно небольшая группа убежденных в своих взглядах и идеях людей, верных друг другу и идеи людей. 100 человек более чем достаточно поменять весь мир, изменить весь мир. А мы спокойно, мы знаем, как наш канал гасили, и все мои верные, мои подписчики, мои единомышленники, которые все эти годы поддерживали меня, смотрели меня, нас было 5, 6, 10 тысяч, да, в среднем, которые мы смотрели, несмотря на то, что нас везде запрещали. И я знаю, что вот эти люди, вы, и есть тот интеллектуальный потенциал и чеченцев, и, возможно, русских, которые нас смотрят. Ну, и украинцев, другие народы, которые есть. Ну, в основном, и нас тысячи. И сейчас будет еще тысячи прибавляться, потому что все, что мы говорим правду, и всегда она аргументирована. И любое наше слово можно проверить. Абсолютно из открытых источников, из других источников. Вы всегда можете проверить все, что говорим мы на этом канале. И мы можем изменить, и мы изменим этот мир. Потому что другого выбора у нас, у чеченцев, просто нет. И ситуация стоит такая, что мир меняется. И какую позицию мы, чеченцы, займем в этом новом мире, новом миропорядке, новом мироустройстве? Какую займут русские, это тоже от русских зависит, кстати говоря. На такой хорошей позиции они при абсолютной несправедливости находились, и они могут очень низко упасть. Но опять же могут занять хорошую, правильную позицию. Если откажутся от КГБ, откажутся от имперских своих замашек, и появятся настоящие русские люди, свободные люди, с которыми мы готовы коммуницировать. Абсолютно открыто коммуницировать. Если вы учитываете наши интересы, и если наше государство для вас является полноценным иностранным государством. Все, никаких вопросов. Поэтому все отлично, друзья. Украина выстоит. Лубянка и фашистская, вот эта имперская зараза будет осуждена навеки вечные. Я в это верю. И верьте вы, друзья.
Все будет Ичкерия, слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш ойр бюс де Всего хорошего, друзья. До свидания.